начинается выступление очень важным для нас человеком, который является человеком мира. Я приглашаю для выступления по теме «Роль изобразительного искусства в воспитании детей в духе любви, дружбы, взаимопонимания, согласия и укрепления многовековой дружбы между народами России и Палестины» доктора Басама Аль-Балаи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад сегодня находиться в этой замечательной школе. Этот замечательный коллектив 3 года тому назад, вернее 15 ноября 2021 году в официальном государственном празднике государства Палестина, День провозглашения палестинского государства, мы здесь открывали 9-я международная выставка «Палестина глазами художников Россия и мира». И как интересно получилось, следующая, знаете, где прошла? Следующая выставка была 10-я, прошла в столице нашей любимой России, город Москва. И где? В Общественная палата Российской Федерации, где присутствовали послов разных стран, Организации Объединенных Наций и выдающихся людей России и мира. Сегодня, находясь в Татарстане, город Казань, который для меня стал родным, в первую очередь хочу поприветствовать вас всех. Дорогая директор Светлана Анатольевна, которая постоянно с ней общаемся, контактируемся, очень коммуникабельный, замечательный трудоголик. Дорогой друг, новый друг мой, Роберт Байсарович, директор прекраснейшей 80-я школы, который буквально на днях я с ним познакомился, и наша дорогая, прекрасная Лариса Михайловна Солнечная, общественный деятель, дизайнер, организатор разных мероприятий и по красоте. И у нее сегодня 35-я выставка «Палестина в моем сердце». Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что без культуры наш мир просто погибнет. Вот хочу сказать, что любая профессия на свете, как вы думаете, куда они в выходные дни пойдут, чтобы отдохнуть, провести время? Или в театр, или в музей, или в галерею. Когда-нибудь видели, чтобы люди пошли в больницу посмотреть, как врач делает операцию? Этого не будет никогда. Только если через экраны, то много людей боятся кровью. Или когда-нибудь видели, чтобы пошли куда-то не там. Именно изобразительное искусство, в духе ее можно воспитывать прекрасное общество, прекрасные поколения. Вот я вижу здесь, что все ваши стены нуждаются в том, чтобы здесь были поставлены трубы для того, чтобы туда повесить картины, воспитывать. Каждый кусок стена должен играть роль воспитания детей. Они должны видеть красоту, должны видеть свою родину, свою землю, должны видеть мир, должны любить жизнь. Если мы будем воспитывать их в таком духе, то мы, конечно, будем воспитывать очень хорошее общество. Палестина, часто думают люди, что Палестина далеко, Палестина это война, Палестина это не знаю что. Вот могу задать вопрос вам. Думаю, на него все ответят, но на следующий минут не все отвечают. В каком году мы сегодня живем? Какой год? 24. С чем связан 2024 год? С чем связан? Почему именно живем по этому календарю? Рождество Христова. Где родился Иисус Христос?
В Вифлееме. Вифлееме. Хорошо. Родом его мать. Откуда? Как ее звали? Марьям. Откуда? С какого города? Кто знает, с какого города Марьям? А? Кто знает, получит от меня приз? А? Не слышал. Замечательный город Назарет. Она чистокровная палестинка. Тогда следует подумать. Она палестинка. Иисус, значит, сын палестинка. И мы все живем по палестинскому календарю. Уже 2024 года вся Земля, вся планета, все религии, и верующие, и неверующие люди живут по палестинскому календарю. Вы отмечаете день рождения, вы получаете свидетельство о рождении по палестинскому календарю. Вы отмечаете свой день рождения, свои праздники национальные, государственные, религиозные, юбилеи, родители, свои по палестинскому календарю. А у меня еще один вопрос. Какая первая родина у человека? Кто может мне ответить? Кто-нибудь знает, получит приз. Там, где родился. Еще кто ответит? Кто еще ответит? Откуда родители? Отрок матери. Светлана Анатольевна, что получит приз от меня? Давайте я вам подарю приз. Обязательно. Сейчас. Отрок матери, где начинается, он живет. Он 9 месяцев питается, растет. Она его чувствует. Он пинает живот матери, чтобы потом выходить в жизнь. Она испытывает невероятную боль, когда его родит. Она все эти 9 месяцев думает о нем, готовится его встречать, покупает ему одежду, может быть, что-то, может, что-то с ним умеет. Все мысли ее о нем. Он родился. Она уже после всей этой боли, представьте, отрежет у человека 3 килограмма мяса плюс-минус. Это какие боли? Как только услышит его крик, у нее эти слезы превращаются просто в улыбку и счастье. И дальше она его кормит своим молоком. Она ночами не спит, если он температура. Все пойдут спать. Я первый раз, когда никогда не забуду, когда я приболел, потом мне рассказали, все у меня дома пошли спать, и только мама сидела со мной до утра. Мама, которую я уже 26 год не могу увидеть, так как она жила в блокаду, в Газа, 90-летие. И нашего дома там разбомбили. Разбомбили в Палестине все. Все школы, все музеи, все дороги, все улицы, все больницы, все детские сады. Ничего живое не оставили. Церковь, 3-я церковь в мире разбомбили. Все мечети. Вот как, подумайте, как могут люди так делать? В каком обществе они воспитаны? Кто их воспитал? Кто учил? До чего мир наш дошел? Дорогие друзья, Палестина, российское отношение длится более 1000 лет с момента принятия христианства в России. А еще до христианства пришел ислам в России более 1100 лет в Булгарии. А как вы знаете, Палестина это первая кибла. Мечеть Ал-Акса в Палестине, первая кибла мусульманов. Для мусульманов, для христиан, для всех жителей планеты, важна Палестина, потому что это родина всех пророков. Она ворота в небо, она ворота к Богу. Палестина всегда встречала всех, кто к ней приезжал, паломничество, кто приезжал в гости, приветствовала. От души мы открыли свои дома, когда произошел Холокост. Но Холокост произошел
не против одного национальности, он произошел против русских в первую очередь, против белорусов, против всех жителей Советского Союза. У меня друг есть в Москве, герой России, Кураков Валерий Викторович. Более полвека занимается только поисковая система пропавших без вести во Второй мировой войне. Мы привыкли, что 27-28 миллионов в цифрах. Он подошел до военной операции Владимиру Владимировичу Путину и говорит, вот цифры, которые результат моего поиска. У нас погибло во Второй мировой войне более 52 миллиона граждан. Из них военных только 19 миллионов. Более 23 миллиона мирных жителей. И 8, или сколько осталось миллионов, погибли в результате этой войны, или от голода, или от чего-то. Можете себе представить. Владимир Владимирович сказал, пока не будем это оглашать, не будем устрашать народ. Это меня лично рассказал. Он в интернете уже есть. Кстати, уже в книгах появилась эта цифра, не так давно. Просто надо чтобы наши дети знали это, чтобы понимали это, какой ценой отдана свобода. Великая Россия, ваши их дети, отцы, отдали самое дорогое, что имеют, жизни, чтобы они сегодня здесь жили, учились музыку, стали людьми. Знаете, когда я приехал в Советском Союзе, меня потрясло одно. Мы были из более 150 государств мира приехали люди. Разные национальности, разные вероисповедания, разные партии. Мне потрясло одно. Везде и всюду, куда ходил, советские люди говорили «страна дураков», «страна дураков». Называли себя «страна дураков». Я что-то не понял. Оказывается, они слышали бесконечно голос Америка, свобода, голос свобода, радио, который внушал русские люди, что они дураки. Какие дураки? Вы что, с ума сошли? Вы страна космонавтов. Вы страна математиков, физиков, музыкантов, композиторов, ученых, ядерщиков. Вы великие люди. Вы страна героев. Страна людей, которые подвиги делали в истории, которые история еще никогда не знала и не видела. С чего вы так себя принижаете, унижаете? Что вы делаете? Вы понимаете? Это мне больно было слышать. Мы из более 150 государств мира приехали учиться у вас, потому что вы себя называете страна дураков. А как вы нас учите тогда? Россия выпустила для мира, Советский Союз, более 3 миллиона лучших кадров. И Сергей Лавров, член нашей организации Императорское православное палестинское общество, часто говорит, мне так приятно, когда бываю в африканских странах или азиатских. Раз захожу к коллеге, он со мной разговаривает по-русски. Все-таки говорит, была правильная политика обучать этих людей из этих стран и поддержать. Они остались, наши друзья, ни одна из этих стран не ввели никакой санкции против России. Чтобы вы знали. Вот что значит воспитывать людей, которые потом стали послами России в мире. Знаете, как меня отец провожал в России, что учил? Вот когда я поехал учиться, 7 сентября 1983 года провожали в Сирию, чтобы оттуда полететь в Россию. Он сам был за рулем и сказал, сынок, ты поедешь в страну, где там люди живут средно. Там богатых вообще нет. Там люди не очень обеспечены, но они добрые люди, они хорошие люди. Поэтому, сынок, ты учти, ты не должен отличаться от них ничем. Если они кушают макароны, кушай макароны. Кушают картошку, кушай картошку. За исключением того, что нам запрещено алкоголь и свинина. Если одевают серии, одевай серии. Если в общежитии тебя поселят, и с тобой будет 6 или 7 студентов, ты будешь 8-й, не капризничай. Тут же соглашайся. Ты не лучше, чем этих людей. Это люди, которые отрывают от себя хлеб,
чтобы кормить Африки, Азия, Латинская Америка. Благодаря этих великих людей эти страны получили свою независимость и свободу. Когда я тебе вообще не позволю, чтобы ты отличался от них. Когда ты закончишь учиться, будешь работать, живи как хочешь. А пока я на тебя трачу, ты должен жить так, как они. Дальше, сынок, запомни одно. Если когда-нибудь совершишь преступление, не по осторожности задавил кого-то на машине, любая страна в мире, и там закон строгий, смертной казни. И пришел к тебе адвокат и говорит тебе, вот эту фразу скажи, и судья тебя освободит. И ты знаешь, что он врет, что это неправда. Не слушай его. Скажи правду, даже если тебя казнят. Лучше ты умереть честно, порядочно, чем ты будешь жить 1000 лет обманщиком и вруньем. И еще, сынок, если когда-нибудь ты будешь очень голоден, у тебя не будет ничего кушать, и ты захочешь, чтобы рука поднялась на чужую взять, вначале отруби свою руку, прежде чем как на чужую поднимется. Вот так моего покойного отца меня воспитали, и нас воспитали. Уважать этих людей, любить этих народов и в первую очередь уважать их традиции, обычаи. Это очень важно. Если ты этого делать не будешь, ты всегда будешь чужим. Запомни, первый год учишься, ты только слушаешь и думаешь. Второй год продолжаешь слушать и думать о том, что теперь будет слушал. Третий год также продолжаешь слушать и глубоко думать о том, что ты слышал первый год, второй год, например, учеба, и третий год, и только тогда можешь высказать свое мнение. Кто не умеет думать, кто не умеет слушать, простите, не умеет думать. И кто не умеет думать, никогда никакой идеи новой не представит никому. Это общество не будет полезным. Дорогие друзья, мы должны воспитывать своих детей в духе любви. Но они должны знать свою историю. Они должны знать свою биографию. Мой друг здесь географ, он понимает ценность географии, чтобы никогда никто не смог покушаться на земле России. Чтобы никогда никто не смог нападать и забрать. Они должны знать. Вы знаете, что сколько расстояния между Россией, границей официально сейчас и США? Кто из вас знает? Я только вчера об этом прочитал. Кто из вас знает расстояние? А? 4 километра. 3. Кто сказал? 3 я сказала. Сюда подойдите. Мне нравится, когда люди вместе думают по-английски. Хорошо. Кто знает площадь земного шара? Сколько территорий земного шара? Кто из вас знает? Кто знает? Но это общие слова. Так, раз, два. Ну, ответ нет. 510 миллионов, 100 тысяч квадратных километров. И Бог выделил в священных книгах 27 тысяч 27 километров территории Палестины и сказал, это святая земля. Хорошо. Еще один вопрос. Хочу кому-то еще дать президент. Сколько в России есть морей? Кто знает, сколько морей в России? Что? Сколько морей в России? Море. Сколько число морей? 7. Нет. 6. Нет. 5. Нет. 8. Нет. Нет. Было 12. Было 12. Хорошо. Сколько в России есть озер? Кто мне скажет, не хотят призор? А? 30.
Что? 30. 30? Да в Чебоксарах 2534. В Чебоксарах. Хорошо, сколько рек, сколько озер и сколько рек в России? 2,5 миллиона рек, 2,5 миллиона озер. А в Египте сколько рек? Одна. На 110, на 120 миллионов. Видите, какие вы богатые. Хорошо. Сколько территория леса в России? Площадь, на которой лес растет? Лес. 8,1 миллионов квадратных километров. Сколько в России ресурсов внутри земли и над землей? 62% ресурсов земли. И поэтому Мадлен Ольбрайт, госсекретарь США, в 2022 году, выступая на международной конференции в Дубае, говорила: Россия очень большая страна, а там жители меньше 2%. Это несправедливо, надо перераспределить. Это было 22 года назад, дорогие друзья, еще война, операция не была. Хочу сказать, я очень люблю Россию. Я благодарен бесконечно своим педагогам, которые меня учили русский язык, и вместе с русским языком учили меня любить вас, любить этих великих народов, которые всегда имели такая душа, которая не похожа ни на одного народа на земле. Я всегда поэтому говорю, кто не жил в России, кто не учился в России, кто не посетил Россию, кто не познал Россию, тот зря провел свою жизнь. Спасибо большое.